Куда уводит своими корнями древо жизни? Первые результаты уникального проекта «Код нации». Всероссийская акция «Лица Победы». История славного ингуша Усмана Дысхоева. Во Дворце спорта «Магаз» прошел открытый турнир по дзюдо на Кубок главы Ингушетии. Здравствуйте, это новости 24. Завершился первый этап проекта «Код нации». Он позволяет по-другому посмотреть на этничность и национальную принадлежность каждого из участников. Кто были их предки и что хранят их гены? Узнать это решились сотни человек. Кумыки, евреи, лезгины, ингуши, чеченцы, русские. Все они в ожидании результатов. Диана Дударова об уникальном эксперименте. Меня зовут Дарья. И я, наверное, русская. Я думаю, что я на 99,9 являюсь по национальности ингушом. Я 100% осетинка. Кто мы, откуда мы? Ответы на эти вопросы точно даст «Код нации» – уникальный проект, который реализуется на Северном Кавказе. Его главная цель – объединить нации субъекта на генетическом уровне. Каждому участнику не терпится узнать, что расскажет ему его ДНК. Говорили, что у меня на 1/4 есть осетинские корни. Это был известный род Дударовых, осетинские князья. Им принадлежала 1/3 Кавказа, Кавказская дорога, военно-грузинская. Насколько я знаю, завтра узнаем, насколько они были осетины. Вот. По другой линии тоже очень интересная кровь у отца, матери, насколько нам известно, 100% ассирийская кровь. Тоже достаточно интересный этнос, древний. Причем на данный момент мы понимаем, что даже не существует такой страны Ассирия, да, и очень интересно узнать, на самом ли деле они ассирийцы. Участниками проекта стали 160 человек со всех республик Кавказа. Все они отличаются как внешне, жизненными укладами, так и отношением к другим национальностям. У кого-то из них оно более терпимое, у других менее. Каждому из них провели ДНК-тестирование, которое поможет выявить, сколько наций в себе собрал один человек. На самом деле мне было бы очень интересно получить ответ на то, из каких пазлов состоит моя история, потому что это всегда был конфликт внутри, это был конфликт в семье о том, кто ты по национальности, как ты должен жить. Я думаю, что знание своих корней позволяет нам более смело смотреть в будущее, четко оценивать свои перспективы, потому что, знаете, тоже говорят, что без прошлого нет будущего. Прежде чем сдать анализы ДНК, все участники прошли тестирование на национализм. Для них было подготовлено порядка 100 вопросов. А после получения результатов им предстоит пройти его еще раз, чтобы сравнить ответы до и после. Делается это с целью убедиться в эффективности проекта и способствует ли «Код нации» проявлению толерантности к другим нациям. Стоит отметить, принять правду для некоторых оказалось не так просто. В самом начале проекта многие участники отказывались, не дождавшись результатов. Были такие различные вопросы формата, допустим, если не той национальности, которую вы себя считаете, какую бы национальность вы бы выбрали бы, либо там вопросы по поводу их отношения к дискриминации, то есть испытывали бы они по отношению себя дискриминацию и были ли они сами источником дискриминации по отношению к другим национальностям, и что их побуждало. Организаторы проекта отмечают, что делается это не для того, чтобы разоблачить идею единства народа, а для сплочения всех наций, понимая, что в каждом из нас есть частичка крови других этносов. И вот путешествие по следам ДНК, которое длилось 1,5 года, завершается. Результаты готовы, а известны они только организаторам. Участники проекта с минуты на минуту должны собраться в большой студии национальной телекомпании. Здесь в присутствии других участников и под взором камер они впервые узнают, сколько наций смешано в каждом из них. О том, что результаты тестирования будут использоваться для тиражирования и распространения, участники в курсе. До начала рутинного исследования все они подписали соответствующие юридические документы. Прежде чем узнать о своих генах, с каждым участником проводят индивидуальное интервьюирование. Правда, на него приглашены только 26 человек. Мы на Кавказе
мы очень сильно похожи друг на друга. То есть и тот этнический состав, который был выявлен у многих участников, он у нас схож. И мы выявили наиболее интересные результаты, наиболее, так сказать, отличающиеся от ожиданий и полученного результата участника. В ходе интервью участники отвечают на вопросы, чего они ждут от проекта, родство с какими национальностями они подозревают и какие результаты их могут огорчить. Так, один из участников, Джалил Асретов, известный блогер из Дагестана по национальности лезгин, сомневается, что результаты исследований смогут его расстроить. Я жду результатов просто из какого-то такого легкого любопытства и все. Ничего такого я не ожидаю, прям что я узнаю, что я чистокровный лезгин и буду ходить и всем рассказывать. Вряд ли. Также во время тестирования организаторы зафиксировали интересную деталь. В ходе исследований обнаружено биологическое родство между некоторыми участниками. Наверное, было бы очень интересно узнать, кто это. Если даже это был бы я был бы этому очень рад. Руководителем проекта стал Адам Калиматов, реализуется при поддержке Росмолодежи. Все исследования ДНК проводились в московской лаборатории «Гемотек». Ко второму этапу организаторы планируют реализовать другие идеи. Мы бы хотели провести такое, уже сказать, окружное исследование, уже тоже на этнический состав, но больше направлено на выявление родственных отношений. В многих регионах есть двуфамильцы, и то же самое даже в Грузии, допустим. И мы хотим брать уже по 2 представителя каждой фамилии и выстраивать их родственные отношения, посмотреть, приходятся ли они друг друга и есть ли у них один общий предок. И вот первый участник первого этапа, который узнает всю правду об этнических родственниках, раскрывает первый конверт с результатами. Этнический состав 79% Северный Кавказ. Ингуши, кабардинцы, балкарцы, лезгины, осетины. 8% Южный Кавказ. Грузины, абхазы, армяне, азербайджанцы. 7% Западная Европа. Так, тосканцы, берганцы, бурутцы, французы, испанцы. 6% евреев. Адам Хутиев признается, что, раскрыв этот конверт, волнение его достигло своего пика. Однако рад, что 79% его этнической составляющей относятся к народам Северного Кавказа. Считают, что это невероятно узнать информацию, которую невозможно найти ни в каких архивах. Ну а результаты ДНК-тестирования других участников, их эмоции, радость или разочарование вы можете узнать в полном выпуске программы, которая выйдет на следующей неделе в эфире Национального ТВ. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Хамзат Халухаев. Новости 24. Понимать и вбирать знания о религии, несмотря на определенные проблемы со здоровьем. Проповеди в Центральной мечети, благодаря сурдопереводу, доступны для людей с ограниченными слуховыми возможностями. Прихожане внемлют каждому жесту. О практической пользе и духовной составляющей принятой меры расскажет Микаил Тангиев. Звучит азан, призывающий на пятничный намаз. Жители собираются со всех уголков города. Каждую неделю наш телеканал в прямом эфире транслирует пятничную проповедь из центральной мечети в Назрани. Это делает религиозные знания более доступными к постижению. А тем временем в этой же центральной мечети Назрани проходит особенная пятничная молитва для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проповедь богослова разъясняет профессиональный сурдопереводчик. Благодаря этому прихожане, имеющие проблемы со слухом, способны понимать и распознавать содержание хутбы. Приобретение исламских знаний необходимо для того, чтобы каждый мусульманин осуществил правильное поклонение Творцу. Тема сегодняшней проповеди – намаз и последствия пренебрежения этим вторым столпом религии. Религия ислам учит, что все люди равны перед Всевышним, и каждый мусульманин обязан совершать намаз даже в том случае, если он может делать это только в воображении. Есть немало примеров, когда сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, совершали молитву даже в самые тяжелые времена.
Человеку, лишенному слуха и речи, достаточно просто сделать намерение в сердце и совершить намаз. Сюда же входит и обязательная коллективная молитва каждую пятницу. Впервые практика ведения проповедей посредством сурдоперевода появилась в Назрановской центральной мечети еще 5 лет назад. Маргибет кастат кай орлаш бисэн хам барцугуш буанах би үште бехвах хам цогож буанах та бехвах чох шарс эзиг балир хам бче цан чох хос хеттес цуна чох дог гоз долцар вейдагд свейқамн нах бш так ваш дал дикедче цуня теркен цбежвей ай нис дахцвинс. После рузба все прихожане разъезжаются кто на работу, кто домой. Но небольшая группа собирается рядом с мечетью, чтобы разузнать о жизни друг друга на особенном языке жестов. Абдурахман Балкоев не слышит и не говорит с рождения. Но несмотря на все сложности, он всегда был прилежен в изучении религии. В 2015 году перевод Юлия Чултеха. Это хамсуёх, ну халхи рузбани ихалсуёх, веч хамцу хожи мазики птишини вягалсуёх. Ну ханзы сен дал яхжду хамаг даху должду мел дука хани хулы фудич хулы диш васыр дука дик акитлу азох переводчик халара богдил бира. Магомед Газдиев также никогда не слышал звука вокруг себя, но обязанности в исламе старается соблюдать должным образом. Чтобы послушать проповедь имама через язык жестов, он каждый раз приезжает из села Майское. В изучении 5 столпов ислама проблем не было, делится Магомед. Диш язди хам ходит хунёхт ах ламаза связан должен хам дарик хам عمدش تيبار ديش что хам дат азох ну да должен хам письменном виде масса предложений русском виде анчил пиха цена смысл цикет же из хлу хул хунёх да переводчик сани вах бог без саханчил пиха хлу хлу аламас хам амдра школе шей диш багаш хлара что диш эхту бха. По многим вопросам люди с ограниченными возможностями здоровья всегда обращаются к Хасултану. Языку жестов ему пришлось обучиться еще в раннем возрасте, так как у обоих его родителей проблемы со слухом и речью. Русская жестовая тематика яхай, исламская тематика яхай, курсы яхай. Всего на каждую пятничную проповедь стабильно приезжает от 15 до 20 человек. Отныне такие проповеди в режиме реального времени будут проводиться и дальше. Назвать этих людей глухонемыми трудно. Пускай они и не слышат, но это вовсе не значит, что они не слушают. Они не говорят, но все же общаются. Все мы равны перед Всевышним. Важно лишь то, что у тебя в уме и на сердце. Михаил Тангиев, Мербек Миржоев, Новости 24. Сотрудники госавтоинспекции Ингушетии информируют жителей региона о способах профилактики угона личного транспорта. В первую очередь владельцу авто необходимо оборудовать его охранной сигнализацией. Также дополнить электронику механическими приспособлениями для блокировки руля и коробки передач. Выходя из машины, не оставлять ее с включенным двигателем, ключи без присмотра и документы от автомобиля. Если произошел угон, немедленно обратиться в дежурную часть МВД по Ингушетии. Лица Победы – это первый и единственный проект в мире, который использует искусственный интеллект для поиска ветеранов Великой Отечественной. Запущен информационный портал. Каждый, кто станет участником, войдет в команду по созданию крупнейшего в мире банка данных фото и текстовых документов, отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу. Ну а по итогам реализации этого проекта Музей Победы станет народным музеем прославленных героев, военачальников, простых тружеников тыла. Любовь к своей семье, к своему народу. Это все воплощалось в моем отце.
До Второй мировой войны у Османа Дасхоева была счастливая пора. Работа, хобби и стабильность. Все, о чем мог мечтать любой строящий свои планы гражданин великой страны. Увлекался журналистикой, параллельно строил военную карьеру. Но этот беззаботный период продлился для него недолго. В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая кардинально изменила жизни миллионов людей. Так как человек такой долгой чести, конечно, один из первых пошел на фронт. Ему уже было 27 лет. Он только когда фильмы шли военные, хроника, у него полные глаза слез всегда были. Спрашивать у него было больно, жалко его, потому что он имел очень тяжелое ранение на фронте под Ленинградом. У него было правое плечо глубоко простреленное. И рассказывали, что очень долго потом заживало. Из-за того, что он ушел на фронт в первые же дни войны, Осман попал в самое пекло. Операция «Барбаросса» – план военного нападения и стремительного захвата Гитлером территории СССР. Его стратегия заключалась в неожиданном и быстром захвате страны. Москва и Ленинград по плану должны были оказаться в руках фашистов за 2 месяца. В этот самый период Осман оказался среди защитников блокадного Ленинграда. Немцы дошли до города, но благодаря стойкости и духу советских солдат врагу не удалось войти в город. Голод и холод усугубляли положение жителей Ленинграда. Несмотря на серьезные потери, оставались еще люди, каким-то чудом пережившие блокадные дни. По словам дочери Османа, родственники помогли ему выжить от голода. Они выезжали туда, к Ленинграду, с тетей моей. Я уже только сообразила спросить у тети, уже, когда она еще живая была. Я говорю: дядь, скажи, пожалуйста, вот как действительно вы могли там эти посылки отвезти? О, говорит, мы такие... Улы набрали, сыскалыш, колдыш, курдюк, сушеное мясо. Столько мы носков навязали. Мы везли не только им. Мы везли, чтобы знали, что там в госпитале еще раненых много, детей, солдатиков, военных. Очень, говорит, много. И как там добрались они до ближе к Ленинграду, где более-менее, наверное, могли добраться. И там уже... Каким-то чудом было передано это все посылки, и они не один раз поехали. Из-за тяжелого ранения в одном из боев Осман Дасхоев был госпитализирован, а потом и комиссован. В больнице он познакомился со своим земляком, основателем краеведческого музея Туганом Мальсаговым, который в дальнейшем и повесит его мундир на стенд музея. Во время ранения он не оставил свою службу, а продолжал совершенствовать свои журналистские навыки в местной газете. Солдат продолжил воевать пером. Его прочувствованные слова помогли поднимать дух боевых товарищей на полях битвы. За эту работу Осман Дасхоев получил немало благодарности от руководства госпиталя. После освобождения Ленинграда он вернулся домой, где его ждали другие тяготы жизни. Народ оказался в Казахстане, в Средней Азии. Все были в разбросе. Он в другом городе сумел найти, даже его чуть не арестовали, сумел найти брата и сестру своих, привезти их сюда. А уже отец его и тетя умерли в это время где-то в другом месте, и он этих детей тоже на ноги ставил. Потом другого брата, мальчик тоже рос с нами, ему лет 5-6 был, тоже сиротой остался. И вот эта вся семья, все были уже в Алмате, жили там, первый Алмата, и он там тоже работал. Ну и в чужом краю Осман сумел адаптироваться, нашел работу, стал оперуполномоченным и раскрыл немало громких преступлений. Однако тоска по родному краю требовала вернуться домой, что у них в конце концов и получилось. В 1975 году он встретил свой последний день победы. Позже его не стало. Имя Османа Дасхоева выгравировано на обелиске в Ленинграде, как одного из защитников города в самые для него страшные дни. Сегодня его фотография висит также и в Краеведческом музее. Проект «Лица Победы» стал банком данных миллионов историй военнослужащих. Каждый день к нам приходят жители нашей республики и приносят материалы. Вот за последний период уже мы как ведем этот проект «Лица Победы». У нас пополнился документальный фонд на 45 единиц. Это огромное количество за столь короткий период. Каждый день сюда приходят и студенты наших вузов, и школьники из наших школ, и спрашивают у нас о новых личностях, а также приходят для того, чтобы я делала запросы на погибших и без вести пропавших участников Великой Отечественной войны. Лица Победы – это в первую очередь сохранение памяти о фронтовиках Великой Отечественной войны.
Проект направлен на противодействие фальсификации истории путем издания книг с фотоиллюстрацией. Ну а здесь, в Музее краеведения, переходя из зала в зал, теряясь среди множеств стендов с фотографиями наших героев, можно убедиться, в битве за мирное будущее страны Ингушетия заняла свое место. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Дедигов, Новости 24. Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева прошел открытый турнир по дзюдо на Кубок главы Ингушетии. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет из 5 регионов Северо-Кавказского федерального округа. Всего более 250 человек, подавляющее большинство которых – борцы ингушской школы дзюдо. Репортаж Харуна Аздоева. Среди юных атлетов много талантливых борцов, становившихся победителями и призерами межрегиональных и всероссийских стартов. Один из таких – Ислам Султыгов, трижды взяв золото этого турнира, воспитанник клуба дзюдо Магомеда Парчиева, обеспечил себе статус фаворита состязаний. Сильного волнения у меня нет, поскольку я здесь не первый раз, и я боролся очень много турниров. И я сейчас борюсь за выход-финал. С этим мальчиком я боролся раньше и выиграл. На 3 татами главной спортивной арены республики одновременно состязались в личном зачете борцы во всех заявленных весовых категориях, выявляя сильнейшего для прохождения в следующий этап турнира. В Ингушетии действует самая сильная школа дзюдо среди регионов Северного Кавказа. И для многих соседних республик это важный соревновательный опыт для дальнейшего профессионального развития собственных региональных школ дзюдо. Школа Ингушетии нравится, поэтому мы решили приехать, посмотреть, что как, на что способны наши ребята. В Ингушетии уровень дзюдо на хорошем уровне. По Северному Кавказу я считаю так, что Ингушетия сейчас на первом месте. Для большинства юных дзюдоистов участие в традиционном турнире на Кубок главы Ингушетии – это возможность получить хороший практический опыт на татами для дальнейшего достижения высоких результатов. Такой шанс не упустил юный борец из Чеченской Республики, начав соревнования с победой над хозяином турнира Адам Эдил Султанов. Свое преимущество юный атлет сумел сохранить до конца встречи и выйти в полуфинал. У нас был план хорошо работать с захватами, отрабатывать некоторые приемы и стараться защищаться. Конечно, не все из этого плана получилось, но надеюсь, дальше все получится. Ингушские дзюдоисты, ученики основателя школы дзюдо и самбо Яхьи Магомедгиреевича Мережкова, который приехал поддержать своих юных земляков, показали высокий класс мастерства для своего возраста. И самое главное – большое желание победить. Перед организаторами турнира не стояла задача отбора кандидатов для участия в последующих соревнованиях. Главное – повышение спортивного мастерства и укрепление дружеских связей со спортсменами и их тренерами из регионов СКФО. Турнир на сегодняшний день хороший, так как сюда приехали из наших соседних республик, с Чечни, с Дагестана и Северной Осетии. Общее количество на сегодняшний день 274 участника. В прошлой неделе, вот этот годы, который до 15 лет, тоже был СКФО в Грозном, отобрались, 10 человек отобралось. И в апреле на чемпионат России должны поехать в Самару. Каждый из этих молодых дзюдоистов показал красивую и яркую борьбу. И независимо от призового места получил то, зачем пришел на этот праздник спорта. Харун Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. В селении Алиюрт продолжается строительство детского сада. Объект возводится по линии регионального Минстроя и рассчитан на 220 мест. Сейчас ведутся отделочные работы. Репортаж Идриса Ижиева. На улице минус 10, однако стройка идет без каких-либо промедлений. Рамзан Нальгиев – местный житель. Здесь он с самого начала. Ведь не часто получается найти работу в родном селе. Его профиль – кладка напольной плитки. Выверяя каждый сантиметр и подгоняя основания, он хочет добиться идеального результата. Ведь детский садик – место с очень большой проходимостью. Плиту ждал, пока погодные условия. Срок нормально уложится, да, материал ханту гюлжи, шейдер кам хаттахто, что да будет бухты. Основное строительство уже завершено, остались мелкие отделочные работы. В стройке задействованы не только мужчины, но и женщины. Как показывает практика, штукатурные работы лучше удаются слабому полу, ведь в этой работе требуется терпение и точность, нежели физическая сила.
Детский сад в селении Али-Юрт по своим масштабам огромный. 2 этажа и большое подвальное помещение смогут вмещать 220 детей и более 100 человек персонала. В здании будет все необходимое. Большие просторные аудитории, спальни и отдельный санузел для каждой группы. И за столь короткий срок было возведено полноценное здание, подведены все коммуникации. Быстрые темпы достигнуты отличным персоналом и продуманным графиком. Все было бы еще быстрее, признаются мастера, если бы не погодный фактор. Так как мы врезались в гору, вот, особенно земляные работы нам заставили задачи, так как когда мы производили земляные работы, были обильные дожди, вот с этим немножко работа растянулась. Но все равно мы укладываемся в данное время в сроки. Детский сад – это не только воспитательный процесс и подготовка к школе, это еще и развлечения в кругу сверстников. Непростой холмистый ландшафт не помешал подготовить территорию для будущих игровых площадок. На территории предусмотрены игровые площадки, 10 тяновых навесов. Рядом с каждым тяновым навесом имеется отдельная игровая площадка. Игровые площадки – это качели, горки детские и так далее. После завершения отделочных работ предстоит облагораживание территории всего детского сада. Если погода не помешает, через несколько месяцев объект будет сдан в эксплуатацию. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Концепцию фотоконкурса «Наедине с природой» обсудили в Комтуризме Ингушетии. Его официальный старт будет объявлен уже скоро. В нем сможет принять участие любой желающий. Так, через авторское видение планируют передать красоту и богатство горного края. О креативном развитии экотуризма расскажет Залимхан Калоев. Без возраста и ограничений, профессионалы и любители – самое главное условие отражения ингушской природы. Комитет по туризму запускает новый фотопроект и приглашает всех деятелей этого тонкого искусства. На так называемый мозговой штурм пришли известные фотографы со всей республики. Их здесь собрали, чтобы обсудить, посоветоваться и внести изменения в концепцию проекта по желанию самих же участников. Условия просты. Ребятам необходимо сделать 2 фотографии и выложить их у себя на странице в Инстаграм ссылкой на Ингтуризм. И с обязательным хэштегом #InkTourEco. Самое главное, фотография должна быть качественной, не менее важен и сам сюжет картинки. Фотографии, которые Комитет по туризму готов рассматривать как конкурентоспособные фотографии конкурса. В кадре необходимо присутствие ребенка и представителя флоры или фауны. Фотография обязательно должна быть сделана в ингушской местности и ингушской реальности. Это один момент. Второй момент, раскроем некоторые секреты. Если получится сделать это фото с ребенком и представителем флоры и фауны на фоне ингушской достопримечательности, привлекательной с туристической точки зрения, это будет дополнительная плюшка, естественно, для участников. Возраст модели ребенка не более 13 лет. Работы участников будут выкладываться на официальную страницу Комитета по туризму, где и стартует онлайн-голосование. Отбирать победителей будут путем слепого постинга без указания авторства. Ведь для таких начинающих фотографов, как Денис Тимурзиев, конкуренция высокая. Будет первый фотоконкурс, в котором я хочу принять участие. И это очень мотивирует себя на новые какие-то сподвижения, фотографии. Мне очень понравился жанр именно фотографий, в котором будет проходить конкурс, потому что это в Ингушетии, насколько я знаю, в таком жанре не фотографирует никто из фотографов известных, и это очень большой плюс. Накруток и шулеров в этом противостоянии нет и не будет. Для Яхи Евлоевой этот конкурс – отличная возможность проявить себя. Фотография для нее целое хобби и тот самый единственный язык, который может быть понятен в любой точке мира. К сожалению, на сегодняшний день многие фотографы в нашей республике ограничены, то есть это свадебные фотографии, свадебные съемки, там наши горы, да, это максимум. И фотографировать ребенка на фоне флоры, фауны, это для нас что-то такое, ну, в диковинку, скажем так, это для нас что-то такое новое и необычное. Усадить животное, усадить ребенка, это на самом деле очень здорово, поэтому для нас это большой стимул. И вообще, если я не ошибаюсь, конкурс первый
у нас в республике, поэтому и для фотографов-профессионалов, таких как Евгений Шевцов, да, и для таких любителей, как я. В говорящем фотопроекте «Наедине с природой» может принять участие любой желающий. Ингушетия – жемчужина Кавказа с богатой флорой и фауной. Живописный край имеет все преимущества в части продвижения экотуризма в регионе. Организовать такой крупный фотоконкурс в Комтуризме решили не случайно. Те же самые фотографы и видеографы, встреча с которыми у нас состоялась сегодня, они и так транслируют посредством своего контента экологический туризм. Но как таковой экотуризм в Ингушетии, особенно в информационной повестке, не транслировался. Поэтому фотопроект «Наедине с природой» нацелен на то, чтобы нынешние фотолюбители и фотопрофессионалы посредством своего контента дали знать общественности, насколько у нас красивая природа, во-первых. Во-вторых, что есть у нас замечательная флора и фауна и прекрасные заповедные зоны, лесные массивы, где люди замечательно могут не просто досуг провести, а сделать замечательные фотосессии и транслировать всю эту красоту уже широкой общественности. Дата запуска и официальный релиз уже совсем скоро появится на просторах интернета. Одно понятно точно: старт голосованию будет дан не позже 1 марта, а значит, времени на раскачку мало. Словом, это не последняя встреча фотографов с организаторами. Все тонкости и нюансы, в том числе и призового фонда, обсудят уже скоро. Это будут либо деньги, либо отдых в Арамхи, или же персональная выставка. Зельмхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.